Добрий вечір усім. Ми починаємо проєкт, який називається «Ограда храма». Покой яще наш храм, відкритий всім вітрам. Спяшайте, люди, бо завтра огородим, і що як між народа, тут вас не буде. Зараз слово святару Ієрею Сергію, який благословить початок этой доброй справы. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В связи с все возрастающими духовными и нравственными потребностями нашего общества все более возрастает и необходимость проповеди. Проповеди как пастырей в храме. Также этой задаче может и соответствовать искусство, которое также может нести людям истины о Боге, истине о Христе, благовествовать Евангелие, благословлять воскресшего Христа, путь к Нему и жизнь с Богом. И вот как на всякое благое дело, на дело богоугодное, которое мы совершаем во славу Господа совершить, мы всегда и спрашиваем благословения у Господа. Господь его милует и спасет всех нас. Аминь. Божие благословение. І зараз починається перший концерт цього проєкту Галини і Бориса Вайханських. Многие з ваших батьків бачили такі об'явки, які розклеєні в під'їздах. Будь ласка, слово нашим поважаним гостям. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы с огромным удовольствием сегодня выходим на эту сцену, потому что эта акция, которая проводится, она нам очень близка. Для тех, вот, я вижу очень много молодых лиц в зале, это неожиданно для нас, потому что программу мы приготовили такую достаточно взрослую, но мы постараемся немножко ее по ходу дела и менять. Мы будем петь свои песни сегодня. Я пишу стихи, иногда мы поем стихи наших любимых поэтов, придумываем просто мелодии. Ну, давайте вот мы вернемся в годы нашей юности, когда рождались самые первые наши песни. Вот одной из них, этой песенки уже почти 40 лет. Старый клавесин и пальцы окуну в клавиатуру звезд, и звуки оживут, и вниз дождем косым скользнут по кронам ели и берез. И оплывет луна, подтаившей свечой, и обретет струна в созвучье голос свой, и расцветет в миноре легкий птичий гам, и будет волны море гнать к моим ногам. Я прикоснусь губами к талому ручью, и отзовется он, как тонкая свирель, и я его звенеть по нотам научу, и снова превращу ноябрь в апрель. И будто с куполов малиновый трезвон сорвется с проводов капели светлый тон, и расцветет в миноре легкий птичий гам, и будет волны море гнать к моим ногам. Я вытяну дожди в 6 разноцветных струн, и пальцами ветров возьму
возьму аккорд зари, и надо мной сгорят 12 желтых лун, похожих на простые фонари. И небо акварель, рассветит первый луч, и тоненькая трель порвет завесу туч, и я увижу вновь знакомые черты. В них нежность и любовь, я знаю, это ты. И я увижу вновь знакомые черты. В них нежность и любовь, я знаю, это ты. Невольно хочется развернуться вот так, потому что здесь Да, все так. основная масса наших зрителей. Значит, ну, скорее вот для них, потому что я думаю, что они нас впервые слышат, и имена наши, Галина и Борис Вайханский, им мало что говорят. Юным слушателям. Конечно. Но, тем не менее, вот наш дуэт существует уже 35 лет. В этом году исполняется нам. И когда-то, вот, когда я впервые увидел Галю, совсем еще юную девушку, то я решил написать песню о любви и признаться вот, в этой песне, о тех чувствах рассказать, которые меня переполняли. Но у меня, как ни странно, все стихи получались недостойными этой юной девушки, и тогда я подсмотрел в одной книге стихов замечательного польского поэта Константа Ильдефонса Галчинского, нашел строчки, и вот эта песня, которая стала нашим оберегом, нашим талисманом, мы ее поем вот уже многие годы. И каждый раз вспоминаем, как когда-то друг другу сказали такие вот важные слова. Признание в любви. Скажи, как меня ты любишь? Скажу сейчас. Люблю тебя и на солнце, и при свечах. Люблю, когда берет наденешь, или шляпу, или платок. Люблю тебя и в концерте, и на перекрестке дорог. В такси, в лимузине, вблизи, в дальней дали. Люблю тебя и в конце улицы, и в начале. И когда ты на карусели, и когда ты идешь пешком, и когда ты расчесываешь волосы гребешком. В море, в горах, в дороге, любую. Нынче, вчера и завтра, и днем и ночью люблю я. И когда ласточки прилетают весной. А летом, как меня любишь? Как летний зной. А осень, когда капризы все лишь тучки и тучки на горизонте. Люблю тебя, даже когда ты теряешь зонтик. А зимой, когда снег серебрист на оконной раме. О, зимой я люблю тебя, как веселое пламя. Быть у сердца люблю твоего, близко рядом. А за окнами снег и вороны под снегопадом. Но иногда в любви рождаются дети. Вот у нас родилась дочка. Только в любви рождаются дети. Да, только в любви рождаются дети. И когда у нас родилась дочка Катя, то мы стали, конечно, петь и сочинять много детских песен или песен, которые написаны были под впечатлениями от общения с нашей ребенком. Вот нашей дочери было 3,5 года. Она уехала вместе с бабушкой на берег Черного моря в город Геленджик. А мы спустя какое-то время тоже приехали в аэропорт города Минска и стали готовиться к полету на юг, в город Геленджик. Но из-за
какой-то неполадки в самолете или там что-то случилось, никак самолет не мог улететь, и мы сидели на чемодане в аэропорту, и сочинилась вот такая песенка. Там, где-то далеко, где море черное, где звон цикад и запах южных роз, живет в одном курортном городе, в царапинках и конопушках нос. Там ножки босые ко мне семенят, там серые глазки так любят меня, там спелою вишней испачканный рот мне песню мою, улыбаясь, поет. Там, где-то далеко, на солнце щурится веселый белоснежный теплоход. А где-то рядом на тенистой улице болтушка несусветная живет. У этой девчонки изменчивый нрав, ей точно известно, кто прав, кто не прав, но с ней заключить может временный мир волшебное средство с названием пломбир. Там, где-то далеко, коль ехать поездом, а если самолетом 3 часа, грустят такие добрые и грозные, доверчивые дочкины глаза. И мой самолет начинает разбег. Спешу я к тебе, мой большой человек, спешу я туда, где в царапинках нос мне скажет при встрече: ты что мне привез? Но взрослые знают, а дети догадываются, что все когда-нибудь становятся взрослыми. И маленькая девочка, 3-летняя, стала взрослой барышней. И когда однажды мы с Галиной увидели, что она еще и влюблена в кого-то, то это все нас повергло в замешательство. И была написана вот такая песня о любви, конечно же, уже посвящение взрослой дочери. Свет июльский полумесяца серебро осыпал ночь. Эта девушка на лестнице, неужели наша дочь? Этих волн небесных таинства, этот бледный лик луны, как поэзией цветаевской мы с тобой озарены. Теперь открыто мироздание, бьются крылья за спиной, улетаем на свидание, милый ангел неземной. И как будто с новой силою возвращается прибой. Помнишь, милый? Помню, милая, это просто мы с тобой. Это мы с тобой над вечностью, будто голуби парим, молодые, беспечные, о надеждах говорим.
надежд предвестница обнимает нас, любя. Эта девушка на лестнице так похожа на тебя. О, прекрасное мгновение, этот бег останови, словно ветра дуновение, лик исполненный любви. Но разносится над улицей каблучков хрустальный звук, и прощальный взмах даруется то ли крыльев, то ли рук. Нам прощальный взмах даруется то ли крыльев, то ли рук. И вот к нашему огромному удовольствию как раз сейчас с нами вот наша дочь Катя, та самая девушка на лестнице, которую мы приглашаем на сцену, Она нам обещала тоже спеть. она нам обещала спеть сегодня песенку. Поскольку вот в этих стихах моих предыдущих есть такие слова: «Улетает на свидание милый ангел неземной». Вот песня, которую споет Катя, она так и называется «Ангел». А стихи были написаны замечательной русской поэтессой Анной Андреевной Ахматовой. Наверное, вы еще в школе еще не проходили, да, Иван? Ну вот, пожалуйста, первое у вас будет знакомство с настоящей высокой поэзией. «Ангел». Черную и прочную разлуку я несу с тобой наравне. Что ты плачешь, дай мне лучше руку, обещай опять прийти во сне. Мне с тобою, как горе с горою, мне с тобой на свете встречи нет. Только б ты полночной порою через звезды мне прислал привет. Ангел, 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 хранивший меня, вознесся в лучах и огне. Ангел, 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 жду терпеливо дня, когда ты вернешься ко мне. Как щеки запали, бескровно уста, лица не узнать моего. Ведь я не прекрасна, больше не та, что песня смутила его. Ангел, 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 хранивший меня, вознесся в лучах и огне. Ангел, 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 жду терпеливо дня, когда ты вернешься ко мне. Давно на земле ничего не боюсь, прощальные помню слова. Я многим, как войдет, поклонюсь, а прежде кивала едва. Ангел, 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 хранивший меня, вознесся в лучах и огне. Ангел, 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 жду терпеливо дня, когда ты вернешься ко мне. Ангел, 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 хранивший меня, вознесся в лучах и огне. Ангел, 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 жду терпеливо дня, когда ты вернешься ко мне. Ну, мне так и хочется обращаться к нашим юным зрителям, немножко даже их агитировать, читать хорошие стихи. Я понимаю, что другое время сейчас, когда есть компьютер, когда есть какие-то игры, но все-таки я считаю, что настоящая поэзия, она делает нас выше, чище и лучше. Вот. А еще
учить иностранные языки. Вот Катя, например, она у нас закончила Белорусский государственный университет, потом училась несколько лет, закончила Дюссельдорфский университет в Германии. Вот Катя разговаривает на разных языках, на французском, на немецком, на английском. И мы очень любим петь французские песни настоящие.